Здравствуйте. Начинаем прямую линию главы Чувашии Олега Николаева «Остановим коронавирус вместе». Главная тема, которую обсудим, ситуация с COVID-19 в регионе. Олег Алексеевич ответит на вопросы из соцсетей, которые были собраны за последние дни, а также в ходе эфира в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе «Чувашская республика» и в официальном аккаунте главы Чувашии в Инстаграме. Можете задавать интересующие вас вопросы. Я, Татьяна Трофимова, постараюсь их здесь сегодня озвучить. Итак, остановим коронавирус вместе. Предлагаю начать с небольшой статистики. 423 тысячи жителей региона приступили к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Оба компонента сделали 364 тысячи человек. По данным Минздрава, количество желающих привиться за последние месяцы увеличилось в несколько раз. В некоторых пунктах вакцинации даже образовались очереди. Что это за эффект? Почему люди не вакцинировались раньше, конечно, понять сложно. Многие собирались в итоге сделать прививку «Спутник Лайт». Но тем, кто протянул с этим до конца октября, пришлось выбрать другую. Министерство здравоохранения России порекомендовало использовать российский препарат только для ревакцинации. Получается, в Чувашию в дальнейшем эта вакцина будет поступать только для ревакцинации или окончательное решение еще не принято, Олег Алексеевич? Нет, на самом деле, у нас 4 вакцины на сегодняшний день. Они все доказали свою эффективность, но, очевидно, более массовое производство и более доступное на сегодняшний день имеет это спутник Ви. Двухкомпонентный спутник Ви, и он на сегодняшний день и доказал свою эффективность более эффективно. Но самое главное, я еще раз говорю, производство его максимально широко, скажем, уже освоило. Но при этом «Спутник Лайт» тоже все больше и больше производится. И на сегодняшний день, исходя из его характеристик и исходя из того, как он действует на организм, а самое главное, его свойства, очень гармонично действовать на организм совместно с другими прививками, в том числе зарубежными. Поэтому его целесообразнее применять, конечно же, для того, чтобы ревакцинироваться, либо в случае, если человек выбирает для себя одновременную вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса. То есть вот эти два случая на сегодняшний день более предпочтительны для того, чтобы применять «Спутник Лайт». И очевидно, для того, чтобы за максимально короткое время обеспечить большее количество людей вакциной, нам надо, конечно же, использовать все имеющиеся ресурсы. То есть все виды, вот если на сегодняшний день взять, у нас в наличии у учреждений здравоохранения примерно около 100 тысяч доз вакцины, вот из них примерно 80 тысяч это «Спутник Ви». Остальные три вида прививки это уже падает на другие виды прививок. Но я единственное чуть-чуть хотел бы добавить к той информации, которую вы дали. Вот именно на этот момент у нас 430 тысяч людей, которые привились первым компонентом. И мы с вами видим, статистика очень быстро меняется. И я поэтому благодарю людей за то, что они выбирают путь защиты себя, своих родных, общества путем прививки. Потому что, очевидно, если мы с вами посмотрим на тех людей, которые на сегодняшний день находятся в красной зоне, особенно тех людей, которые находятся на ИВЛ, то есть на поддержке кислородом, там нету людей, которые привились. То есть те, кто привились, у нас, как правило, переносят болезнь либо дома, то есть лечатся амбулаторно, а лекарственные препараты им доставляются бесплатно, либо в больницах они достаточно быстро выздоравливают. И вот за эти дни, которые мы проживаем, как люди говорят, в локдауне или каникулах, я их называю нерабочими днями. Напоминаю, у нас 9 муниципальных образований в режиме нерабочих дней находятся с 26 октября, вся Чувашия с 30 октября. Мы фиксируем позитивные тенденции, которые начали формироваться. Если мы с вами вошли в режим нерабочих дней примерно 3300
300 людей находились на стационарном лечении и чуть более 8 тысяч людей на амбулаторном лечении, то вот на сегодняшний день мы перешагнули психологический рубеж меньше 3000 людей, которые лечатся стационарно. То есть вот на сегодняшний день, именно на данный момент, у нас лечатся стационарно 2955 человек. Ну и амбулаторно лечатся примерно 6645, около 650 человек. То есть существенное движение в сторону уменьшения значит, людей, которые находятся у нас на том или ином виде лечения. И это очень позитивные результаты. То, что параллельно у нас растет количество людей, которые вакцинируются, защищают себя и родных, и, конечно же, общество, это говорит о том, что в целом мы можем, если эти темпы сохраним, можем рассчитывать на то, что мы можем более спокойно планировать свою жизнь, ну и, конечно же, обеспечивать реализацию тех задуманных планов, как общегосударственных, так и личных. Люди, видимо, тоже хотят вакцинироваться, переживают из-за своих пожилых родственников и родителей. Как я уже говорила, мы собирали для вас вопросы в соцсетях в течение нескольких дней. И был вот такой вопрос в одной из сетей. «Я прошу, найдите «Спутник Лайт». Мои родители пожилые и уже 3 недели не могут ревакцинацию пройти. То сначала «Спутник Лайт» был, потом прививки не хватило, и моим родителям не хватило, а сейчас ее нет. Они пожилые. Что делать в такой ситуации? К кому обращаться все-таки?» Что можно подсказать? Ну, здесь надо просто понять, какой это район, какое муниципальное образование. На самом деле «Спутник Лайт» в наличии есть. Для людей, которые хотят ревакцинироваться, и он постоянно поступает по мере его применения. И меньше чем 1000 доз в наличии, это, естественно, на всю Чувашскую республику, его не бывает. Пока, во всяком случае, у нас такого не было, чтобы «Спутник Лайт» полностью заканчивался, и его не было в наличии. Очевидно, в каких-то медицинских учреждениях его временно может не быть, но в целом, в случае, если есть соответствующие заявки со стороны пациентов, у нас организована соответствующая логистика, то есть доставка вакцины в течение 24 часов в любую точку Чувашской республики. Поэтому здесь очень важно, чтобы люди заранее заявляли о том, что они желают вакцинироваться. Для этого надо взаимодействовать как с учреждениями здравоохранения, так и с администрациями районов. С моей стороны дано очень внятное поручение всем администрациям, всем главам администраций муниципальных образований, с тем, чтобы они во взаимодействии с главными врачами организовывали максимальную доступную логистику вакцины до каждого пациента, с тем, чтобы люди в максимально удобной форме могли получить прививку, независимо, где они проживают. А что с остальными вакцинами Эпивак, Ковивак, Спутник Ви? Есть ли все в наличии при желании привиться не только Спутником Ви? Да, я уже только что вот выше сказал, у нас в наличии на сегодняшний день порядка 100 тысяч доз вакцины. Из них примерно 80 тысяч, как я уже сказал, это «Спутник Ви». Около 8,5 тысяч это «Ковивак». Ну и, соответственно, чуть меньше это «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». То есть выбор есть при желании? Выбор есть, и в наличии все вакцины есть. Сколько детей, Олег Алексеевич, из числа госпитализированных с коронавирусом на данный момент? Слава богу, в Чувашской республике у нас детей с коронавирусом минимальное количество, их не так много, можно сказать, единицы. Ну и еще больше, можно сказать, больше, ну не то чтобы радости, вот как ославить Бога за то, что пока у нас нету смертельных случаев детей от коронавируса. Но в Российской Федерации мы с вами слышим уже достаточно большое количество фактов, когда дети умирают от коронавируса. И здесь надо говорить о детях разных возрастов. Это как школьники, такие новорожденные, которые, к сожалению, из-за беспечности родителей, и в случае с новорожденными, вот, рождаются уже с коронавирусом, и, к сожалению, врачи их уже не могут спасти. В случае со школьниками мы с вами тоже знаем, что такие факты есть, но в Чувашской республике, еще раз говорю, пока таких случаев нету, и, очевидно,
наша задача максимально защитить в том числе детей. Ну, а главная задача, конечно, в целом организовать нашу жизнедеятельность так, чтобы она была, прежде всего, безопасна для здоровья и благополучия, ну и для того, чтобы мы с вами смело двигались вперед. Я напоминаю, вопросы можете оставлять, интересующие вас, в чате. Вот один из таких вопросов от жителей республики. Не любая смесь подходит ребенку, и та, которая нужна, продается только в детском мире. Почему мы должны причинять вред своему ребенку здоровью, переводя его на то, что продается в супермаркетах? Организуйте, пожалуйста, хотя бы на вынос детское питание в магазине «Детский мир». Ну, я не думаю, что у нас детское питание какими-то, скажем, брендами торгует эксклюзивно детский мир. Очевидно, на сегодняшний день есть другие формы торговли, такие как дистанционная. И здесь вполне, я думаю, что можно вот это все организовать и соответствующим образом обеспечить себя детским питанием. Мы с вами должны исходить из того, что как только мы открываем такие большие торговые центры, из-за того, что необходимо получить якобы один вид товара, мы автоматически открываем доступ ко всем другим магазинам. И практика, в том числе прошлых лет, показывает, как только такое происходит, начинается, ну, есть желание, скажем так, воспользоваться моментом, ну и нарушить все те правила. И здесь, ну, давайте, коллеги, давайте, друзья, не будем создавать друг другу работу. Конечно же, мобильные группы контролируют, но они контролируют не от того, что они хотят это делать. Они контролируют для того, чтобы, прежде всего, обеспечить вот, безопасность для большого количества людей. Очевидно, когда нарушают одни, появляется соблазн для нарушения других. Но еще более, мне кажется, несправедливо, когда есть люди, есть субъекты хозяйственной деятельности, которые очень четко, последовательно и скрупулезно выполняют все меры безопасности и порою страдают из-за того, что единицы хозяйствующих субъектов нарушают безответственно и тем самым подвергает опасности других. Вот это не здорово. И здесь я убежден, что у нас есть возможность обеспечить вот на сегодняшний день любому гражданину вот всем необходимым, потому что справедливо было сказано о том, что ветеринарные аптеки и зоотовары, если не будут работать, сложно, как говорится, поддержать жизнедеятельность братьев наших меньших. Соответствующее решение мы оперативно приняли. Параллельно приняли решение по заявлению сотовых операторов, ограниченный круг представителей сотовых операторов для того, чтобы оказывать, скажем так, неотложные помощь или услуги. То есть, ну, допустим, если симка у кого-то сломалась и необходимо срочно поменять. Поэтому договорились о том, что каждый сотовый оператор определит 2-3 точки в республике, и вот они будут функционировать в течение этих дней. И соответствующие решения приняты, на сегодняшний день утверждены. Ну и очевидно, я еще раз говорю, мы полностью открыли возможность дистанционной торговли и доставки товаров на дом. Поэтому всеми этими способами надо пользоваться, ну и обеспечивать свои потребности на сегодняшний день максимально безопасным способом. То есть дистанционная торговля, получается, от самих хозяев магазинов зависит. Они, если захотят, могут ее организовать? Абсолютно. Угу. Локдаун можно назвать действительно жестким. Эту неделю работают только продуктовые магазины. Большинство организаций не работают. Вот вы разрешили работать зооаптекам, зоомагазинам совсем недавно. Скажите, пожалуйста, какой результат мы ждем от этой недели? Ну, на самом деле, я бы так не сказал, что все у нас закрыто, потому что все предприятия жизнеобеспечения, они, конечно же, работают. А их достаточно большое количество. Это мы с вами постоянно нуждаемся в воде, мы с вами нуждаемся в тепле, мы с вами нуждаемся в иных составляющих поддержания нашей жизнедеятельности. Работают автозаправки, работают иные предприятия, которые нам крайне нужны и без которых не можем мы представить нашу сегодняшнюю жизнедеятельность. И очевидно, в том числе вот продуктовые магазины работают полностью. И здесь мы исходили из чего? Из того, что
в любом населенном пункте, крупном населенном пункте, в райцентрах, особенно в столице, это в городе Чебоксары, в других городах, на сегодняшний день есть крупные супермаркеты. То есть продовольственные магазины функционируют в виде крупных супермаркетов. И мы с вами знаем, что в этих супермаркетах есть достаточно большое количество товаров, которые называются товарами первой необходимости. И поэтому, принимая такое решение, мы исходили из того, что в целом за эти дни мы обеспечиваем основные базовые потребности каждого человека и соответствующим образом, как уже было выше сказано, скорректировали для того, чтобы не только люди, но и братья наши меньшие, животные, домашние животные тоже были обеспечены необходимыми атрибутами и уходом. Поэтому здесь есть все возможности в первую очередь организовывать свою жизнь. Кроме того, свободно работают предприятия общественного питания площадью свыше 150 квадратов, если они обеспечивают скрупулезно все меры безопасности. И, конечно же, если их персонал, который работает на этих предприятиях, привык не менее чем на 70%. И здесь, опять же, есть возможность разнообразнить свой досуг и соответствующим образом провести время с семьей. Ну и чего ожидаем? Я уже вкратце сказал, самая главная задача была и есть это разорвать цепочку развития коронавируса и получить эффект ослабления нагрузки на систему здравоохранения. А система здравоохранения на сегодняшний день или на момент входа в режим нерабочих дней, да и на сегодняшний момент испытывает колоссальные нагрузки. Во-первых, врачи у нас уже с вами 1,5 года не выходят из красных зон. Конечно, не всех, но из большинства красных зон, потому что мы с вами, к сожалению, не вышли в режим, когда полностью хоть на месяц ушел из нашей жизни коронавирус. Второе, ввиду того, что по всей Российской Федерации количество заболевших, а самое главное, людей, которые болеют очень тяжело, кратно возросло, увеличилось потребление не только лекарственных препаратов, но и кислорода, медицинского кислорода. И здесь мы практически в ручном режиме уже 2 месяца занимаемся, ну вот не побоюсь этого слова, добыванием кислорода и обеспечением необходимым для лечения тяжелобольных этим кислородом. И в этих условиях, конечно, очень важно было, разрывая вот эту цепочку, обеспечить хотя бы какое-то облегчение. И вот я уже сказал выше, что есть некие позитивные результаты, кроме тех цифр, которые я назвал, но и количество тяжелобольных. Если мы с вами на начале входа в режим нерабочих дней имели цифры от 120 до 130 человек, которые находились на аппаратах ИВЛ, то вчера их было 86, сегодня их 92 человека. Видите, мы на самом деле считаем по головам и понимаем, потому что каждый человек, который переходит вот в такую форму сопровождения его болезни, требует от нас дополнительного напряжения по добыванию кислорода и по обеспечению его эффективного лечения. И в связи с этим наша задача, конечно же, закрепить вот эти позитивные тенденции, о которых я говорил. Это снижение количества людей, которые находятся на стационарном лечении, количество людей, которые находятся на амбулаторном лечении, особенно тех людей, которые тяжело переносят эту болезнь. Ну и, конечно же, количество вновь выявляемых людей. Вот сегодня мы с вами находимся в режиме, когда количество вновь выявляемых людей достаточно большое, 178 человек. Это очень большие цифры. Чувашия не имела таких цифр. Но ввиду того, что количество людей, которые лечатся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении, уменьшается, это облегчает нам задачу и облегчает нагрузку на систему здравоохранения. Ну и самое главное, чем раньше мы выявляем людей, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, тем больше шансов вылечить. И здесь вот обращаю внимание на то, что если в прошлом году, полгода назад, инкубационный период новой коронавирусной инфекции был от 4 дней и выше, до 14 дней,
то сейчас от суток начинается. За сутки человек после инфекции может почувствовать серьезное ухудшение самочувствия и может перейти уже на поддержку кислородом и тяжелое течение болезни. Поэтому вот в этих условиях наша задача максимально быстро выявлять, переходить в режим лечения, ну и, конечно, не дать человеку уйти вот в эти тяжелые формы перенесения болезни. Вот такие ожидания. Вы затронули очень важную тему. Это производство кислорода в Чувашской республике. Действительно, в конце октября врачи боялись, будет ли вообще доставлен кислород через несколько дней. Эта ситуация была по всей стране. И Чувашия достаточно быстро и комфортно вышла из этой ситуации, потому что начали производить кислород медицинские предприятия нашего же региона. Можем, практикуем, оказывается. Почему раньше к этому не обращались? И достаточно ли теперь этого объема для того, чтобы обеспечивать тяжелобольных людей? Нет, недостаточно. Если мы будем оставаться на этих уровнях заболевания, конечно же, недостаточно. То есть, если у нас кислород производился ранее для собственных нужд предприятием ОАО «Химпром», и он, как правило, используется для технологических нужд, то, конечно, в связи с развитием вот этой негативной ситуации часть кислорода «Химпром» начал передавать для лечения людей с новой коронавирусной инфекцией. Это стало возможно благодаря тому, что кислород, который вырабатывается в ОАО «Химпром», он достаточно чистый. По показателям он соответствует всем требованиям для медицинского кислорода, хотя по самому производству он технический. Это стало возможно, потому что в ходе вот этой сложной ситуации были выработаны мероприятия по укороченной схеме медикамизации технического кислорода в медицинский. И за счет вот этих мероприятий стало возможно применение кислорода, который производится «Химпромом». Далее мы, конечно же, проработали с каждым крупным предприятием, где есть сложное производство, потому что только на таких производствах имелось оборудование для производства кислорода, конечно же, технического, опять же, возможность его быстрой наладки. И таким образом мы смогли организовать такую работу с двумя ведущими предприятиями Чувашской республики. Это ОАО «Химпром» и консервно-тракторные заводы. И вот на сегодняшний день ОАО «Химпром» выходит на производство кислорода в количестве 15 тонн в сутки, ну и консервно-тракторные заводы 2 тонны. Таким образом, мы с вами имеем в Чувашской республике производство кислорода 17 тонн. Но потребность вот при таких уровнях заболеваний 45 тонн в сутки. И очевидно, естественно, мы работаем постоянно с коллегами из других регионов, которые производят кислород, на предмет того, чтобы иметь стабильные поставки кислорода ежедневно. И поэтому, когда вы говорите о том, что мы волновались, будет ли поставлен кислород через несколько дней, нет. Счет бывало шли на часы, когда мы буквально по минутам считали доставку кислорода в то или иное медицинское учреждение. И ровно поэтому было проведено некоторое время назад экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которой мы договорились очень четко координировать работу силовых органов, органов Министерства чрезвычайных ситуаций, ГКЧС Чувашии, с тем, чтобы минимизировать время доставки кислорода из пункта А в пункт Б и организовать нашу деятельность таким образом, чтобы очень четко передавать и информацию, и иные составляющие организации вот этого важного направления, с тем, чтобы не допустить сбоя работы того или иного медицинского учреждения. Итак, вопрос из чата. Когда будут перечислять нам средства на погашение аренды, зарплаты, налогов в связи с тем, что нас закрыли? Я так понимаю, это малое и среднее предпринимательство, про поддержку интересуется. Будет ли какая-то поддержка оказана вот в такой ситуации? Да, конечно. Предоставление грантов для субъектов малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже началось.
Для этого каждый субъект хозяйственной деятельности, субъект малого бизнеса должен оформить соответствующую декларацию на сайте Федеральной налоговой службы, и соответствующие расчеты будут произведены практически мгновенно. Ну и средства поступят на расчетный счет, если, конечно же, данная декларация пройдет необходимую проверку и будет соответствовать всем требованиям законодательства для предоставления субсидий. В данном случае речь идет прежде всего о такой форме помощи, как предоставление грантовой поддержки, и она рассчитывается по формуле минимальный размер оплаты труда, помноженный на количество сотрудников на этом предприятии. Кроме того, субъекты хозяйственной деятельности могут претендовать на льготные кредиты по 3% годовых. Для этого, естественно, надо обратиться в банки. И для надежности в Минэкономразвития с копией заявления, с тем, чтобы мы взяли на учет каждое заявление и, конечно же, будем сопровождать каждый субъект хозяйственной деятельности, каждую заявку с тем, чтобы она получила соответствующую поддержку и соответствующее внимание. Все формы налоговой поддержки и иной поддержки, которые действовали в связи с ситуацией с новой коронавирусной инфекцией, которые мы ввели еще в прошлом году, распространили на этот год, уже продлены на следующий год для того, чтобы бизнес смог не просто выправиться, но и набрать силы и уверенно планировать свое развитие. Кроме того, для всех вновь регистрирующихся субъектов хозяйственной деятельности в форме индивидуальных предпринимателей предоставлены налоговые льготы, а для приоритетных направлений, такие как обрабатывающее производство, научные изыскания, цифровые сервисы. Вообще эти меры предоставлены независимо от периода на определенный период после регистрации. Малые предприятия торговли входят ли в этот перечень поддержки, интересуются тоже жители республики? Есть ли они среди пострадавших и получающих гранты от государства? Нас закрыли, оставили без возможности что-то хоть заработать. Например, мой небольшой отдел – это единственный источник дохода, вот пишет один из жителей. Маленькие предприятия торговли. Да, конечно. Там все предприятия, которые пострадали, есть их перечень по акведам на сайте ФНС. Вы, когда будете оформлять соответствующую заявку, сразу же увидите, подпадает ваша деятельность или нет под это. И кроме того, если в прошлом году первоначально, когда вводилась данная поддержка, рассматривалась поддержка только по основному виду аквед, то сейчас, соответственно, поддержка будет оказываться, если просто в перечне акведов в вашей деятельности есть тот или иной вид. Поэтому здесь надо просто работать в ходе оформления, потому что, очевидно, торговля, она тоже бывает разной, и здесь мы с вами должны исходить из того, что цифра по акведам, она порой имеет очень важное значение. Вопрос из чата. Как продлевать пособие, если не будут пускать в МФЦ? Интересуется. МФЦ у нас работает, но они просто работают по записи. Первое. Второе. На сегодняшний день все формы справок и продления можно сделать дистанционным путем. Для этого надо лишь обратиться через личный кабинет в госуслугах, и все мероприятия по продлению, они будут оформлены дистанционным, без вашего личного посещения. Кроме того, наша задача уже на следующий год перейти к таким формам поддержки, естественно, не по всем видам, это будет поэтапно, когда это будет оказываться, то есть форма поддержки и предоставления справок и продления в так называемом проактивном формате. То есть даже человеку обращаться не надо будет, если согласно его социального профиля госорганы будут видеть, что человеку нужна та или иная форма государственной поддержки, в проактивном режиме это будет предоставлено. Но это вот примерно так, как в этом году люди получили практически предзаполненные заявления на предоставление денежных средств по решению президента страны Владимира Владимировича Путина на подготовку к школе. Соответственно, людям просто надо было поставить галку, отправить, что согласен, и все, больше ничего не надо было. Тут примерно такие формы реализации таких скажем, запросов в ближайшее время они будут реализовываться.
И интересуются жители республики. Люди, делая прививки, начинают болеть ковидом. Нет ли такой мысли, что из-за этих прививок и началась новая вспышка? Нет, такой значит, мысли и даже нету, и быть не может, наоборот. Но здесь мы с вами должны исходить, что, очевидно, прививка – это маленькая форма болезни. И, в принципе, вот эти нерабочие дни как раз очень, кстати, подходят для того, чтобы привиться и спокойно перенести возможное ухудшение здоровья после такого прививочного периода. Очевидно, что большинство людей, согласно статистике, переносят прививку очень легко и безболезненно, но есть доля людей, которые на самом деле чувствуют либо синдромы заболевания, а некоторые даже заболевают. Это говорит о том, что у человека очень пониженный иммунитет, и как говорят ученые, как человек переносит прививку, так он будет переносить и болезнь. То есть, если человек переносит прививку тяжело, значит, в случае, если он заболеет коронавирусом, то это будет точно очень тяжелая форма течения болезни. Но человек привитый однозначно имеет шансы уже, если он заболеет даже после прививки, а здесь надо говорить о том, что прививка не защищает абсолютно от заболевания, и поэтому он, естественно, может прихватить вирус, но при этом, как уже я и выше говорил, у нас нет фактов, что вот на ИВЛ находятся люди, которые привитые. То есть люди привитые, они более легко переходят. Но при этом ровно из-за того, что даже привитые могут заболеть, на сегодняшний день любое официальное мероприятие, которое организовывается органами государственной власти, организовывается только при двух условиях. Первое. Посетителями или участниками этих мероприятий могут являться люди, которые только привитые, и если у них есть отрицательный ПЦР-тест. То есть таким образом мы говорим о том, что привитый человек – это иммунизированный человек, а ПЦР-тест говорит, что человек не является активным носителем вируса новой коронавирусной инфекции. И тем самым, очевидно, через такую фильтрацию мы допускаем на мероприятие только тех людей, которые, с одной стороны, здоровы в текущем момент, с другой стороны, имеют соответствующий иммунитет. Вы сегодня уже говорили о том, что больше 400 тысяч населения Чувашской республики уже вакцинированы. Сколько взрослых нужно вакцинировать для того, чтобы ситуация стабилизировалась? Да, очень хороший вопрос. Наша задача охватить вакцинирование, если в числах, это 760 тысяч человек. Нет, 80% населения, это, по-моему, 720 все-таки тысяч человек. То есть первоначально у нас была плановая цифра, это 60%, это 560 тысяч человек было. То впоследствии, когда уже ученые пришли к выводу, что все-таки для более надежного коллективного иммунитета надо иметь большие показатели количества привитого населения. И в связи с этим председатель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович дал поручение довести эти цифры до 80%. Соответственно, новая задача поставлена – это 720 тысяч человек Чувашской Республики должно быть привиты. Это как раз 80% от взрослого населения. И вот мы таким образом имеем на сегодня… все-таки 760, да. Таким образом мы сегодня имеем в активе 430 тысяч, это 55 с лишним процентов от плановых цифр мы на сегодняшний день привили население. В Чувашии с 1 ноября должны были отстранять от работы непривитых сотрудников. Чем грозит работнику отказ от вакцинации и что будет работодателям, которые допустили такого сотрудника к работе? Потому что Роспотребнадзор подписал указ, где есть определенный перечень сотрудников по профессиям, которые должны вакцинироваться. Да, на самом деле это очень важная тема. Есть соответствующее постановление главного санитарного врача по Чувашской республике, что отдельные категории работников – это прежде всего те сферы экономики, те сектора и отрасли экономики, которые максимально часто контактируют с большим количеством людей, должны быть обязательно привиты. И очевидно, с 1 ноября вот эти люди
не должны осуществлять трудовую деятельность. Ну и, соответственно, работодатель имеет право отстранить от работы без содержания заработной платы, без оплаты труда. Эти нормы, они регулируются двумя федеральными законами. Это 52-й закон и 157-й федеральный закон. И согласно этих законов, то есть это 52-й, это об эпидблагополучии населения Российской Федерации, а 157-й это закон об об инфекционных заболеваниях. Я точного названия не помню, то есть это регулирует действия органов государственной власти и субъектов хозяйственной деятельности в случае, когда есть угроза распространения инфекционных заболеваний. И вот согласно этих двух законов, соответствующих статей, есть то есть вот эти все решения, они приняты согласно этого закона. И вот в случае принятия таких решений работодатель может отстранить работника на неопределенное время без содержания заработной платы, пока работник не выполнит те требования, которые реализованы вот такими решениями санитарных врачей. Ну и, соответственно, очевидно, если работодатель не выполнит это требование, на него влечет, естественно, штрафные санкции, либо при остановлении деятельности до 90 дней, до выполнения всех требований санитарного врача. Ну и, очевидно, работодатель не будет рисковать вот такого рода, значит, скажем, санкциями ради того, чтобы... Необоснованные, да? Ну, они обоснованы, эти санкции, но при этом, получается, из-за того, что одного или двух человек работодатель будет прикрывать, будет страдать целое предприятие. И это очевидно, это все остальные люди, которые работают на этом предприятии, ну а самое главное, те люди, которые являются потребителями услуг этого предприятия. Ну и я думаю, что когда мы говорим об общественной безопасности, о коллективной безопасности, такие меры оправданы. И у людей тут сразу возникает вопрос, допускается ли к работе человек с медотводом, если он вот принадлежит этому перечню? Конечно, как бы допускается. Здесь однозначно человек должен просто представить работодателю соответствующую справку, но он должен понимать, что на сегодняшний день все-таки вот те прививки, которые есть, они позволяют уже большому количеству людей, которые имеют медотвод по тем или иным причинам, все-таки привиться и обезопасить себя. Ведь медотвод это говорит о том, что человек имеет некие очень серьезные хронические заболевания. И если он, работая на таком месте, где он соприкасается с большим количеством людей, он, очевидно, имеет большие риски не просто скажем, сам заразить, но и самому заразиться этой болезнью. И очевидно, если человек, имея медотвод, а значит хроническое заболевание, заразится, то ровно вот такие люди переносят болезнь очень тяжело, очень сложно. И прежде всего ему самому надо предпринять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье. Если уж совсем прививаться нельзя, скорее всего, надо поменять место работы с тем, чтобы обеспечить себе более безопасные условия труда, ну или самоизолироваться на некоторое время с тем, чтобы не допустить, прежде всего, личного заболевания. Я считаю, что это очень важно, чтобы каждый позаботился прежде всего о своем здоровье. К нам присоединяются уже, мне кажется, школьники с вопросами в чат, потому что некий Кирилл написал: дистанционку продлите, пожалуйста, в школах и колледжах. Да. Дети, к сожалению, ровно таким образом реагируют на подобного рода решения. Я знаю, что я стал кумиром школьников, когда было объявлено, что каникулы продлятся на 2 недели, 23 октября. Об этом мне рассказал мой сын, который учится в 9 классе, что все чаты, говорит, взорвались, и, соответственно, и очевидно, и дети и дальше хотят. Но я уверен, что мы с вами справимся и сделаем так, что с 8 ноября у нас и школы заработают в очном режиме, и предприятия всех отраслей заработают, естественно, с соблюдением всех мер безопасности. Также вопрос. Многие едут отдыхать в другие страны, а карантин для них не действует? И что вообще, должны какие-то ПЦР-тесты сдавать люди, которые возвращаются из-за границы, дети, те же самые школьники? Несомненно, на сегодняшний день действуют четкие правила поведения. Ну, во-первых, на сегодняшний день многие
места отдыха, они принимают людей только вакцинированных. То есть люди, которые не вакцинированы, очевидно, не могут выезжать для того, чтобы отдохнуть как в дальнем зарубежье, так и на территории Российской Федерации. Мало того, что есть факты, когда отдельные регионы, в частности Владикавказ, полностью закрыл свою территорию, и многие люди получили обратно денежные средства, которые были оплачены как для размещения, так и для перелетов. И вот здесь очень много различных индивидуальных решений. Ну и, очевидно, возвращаясь обратно, люди обязательно должны сдать ПЦР-тест. То есть, если они вакцинированы, они через ПЦР-тест должны, конечно же, подтвердить свое состояние здоровья. Но и мне кажется, это очень важно каждому, прежде всего, самому провериться. А так требует норма, есть норма, когда люди, возвращаясь из-за границы, из неблагополучных территорий, в течение 3 дней должны сдать ПЦР-тест и загрузить его в систему госуслуги. Угу. И следующий вопрос. Разрешите, пожалуйста, работать привитым парикмахерам и мастерам? Конечно, мы разрешим только с 8 числа. Все сможете начать свою работу. А те, кто пока не привился, я убедительно прошу вас, привитесь, пожалуйста, привейте ваших сотрудников. Ну и, конечно же, будьте готовы организовывать в случае необходимости прием своих пациентов с соблюдением всех мер безопасности, то есть либо по записи, либо через иные формы. Но мы об этом будем говорить по мере развития эпидситуации. Привитые граждане с 8 числа смогут, конечно же, посещать все учреждения культуры, музеи, кинотеатры. Я здесь уверен, никаких сомнений я не вижу, что все эти учреждения и заведения с 8 числа начнут функционировать, в том числе парикмахерские, я убежден, здесь особых проблем не будет. Но самое главное, я убедительно прошу всех, соблюдайте меры безопасности как для сохранения здоровья себя, так и ваших клиентов. Угу. В республике ужесточили контроль за организациями, которые должны быть закрыты на данный момент в локдаун. Правда ли, что заведения, нарушающие ограничения, могут закрыть аж на 3 месяца? Мобильные группы проверяют, ходят. Да, совершенно верно. На сегодняшний день за нарушение тех правил, тех решений, которые приняты оперативным штабом и закреплены указами главы Чувашской республики, есть, конечно, штрафные санкции, и они разнятся от 1000 рублей, это минимальные для физических лиц, до 1 000 000 рублей для юридических лиц, и там есть соответствующая градация. Ну и максимальная мера наказания для злостных нарушителей – это приостановление деятельности до 90 дней. Угу. И вот вопрос из чата. Как быть семье с 3 детьми и 2 ипотеками, где оба родителя остались без работы из-за локдауна, никакой поддержки и выплат? Человек пишет, что хотя я сомневаюсь, что такой вопрос пройдет в прямой эфир, мы его озвучиваем. Как пережить эту сложную ситуацию таким семьям? Наверняка это не одна такая семья, где оба родителя вынуждены сейчас отдыхать. Значит, уважаемые жители Чувашской республики и заявители, вы знаете, что по решению президента были оказаны беспрецедентные меры поддержки семьям с детьми. И такие меры поддержки, несомненно, они продолжатся. Вы точно не останетесь одни. Но в данном случае давайте будем исходить из того, что у нас в любом случае эта неделя, она с 4 по 7 число были выходные. И речь идет о том, что к этим 4 дням выходных добавили еще 3 дня нерабочих дней для того, чтобы и плюс еще 2 выходных с 30 числа, 30-31 в качестве нерабочих, для того, чтобы иметь максимальную длительный период, для того, чтобы разорвать цепочку распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому речь не идет же о том, что мы оставили на месяц людей без работы. Всего лишь 3 дня. И я не думаю, что это критично. И уверен, что работодатели также найдут возможность простимулировать тех своих работников, которые в это время пострадают. Тем более, если в данном случае речь идет о тех работниках, которые попали в число предприятий, пострадавших от новой коронавирусной инфекции, ваши работодатели смогут получить грант.
это безвозмездные деньги, которые не надо возвращать. И соответствующим образом поддержать своих работников в размере минимального размера оплаты труда. И здесь очень важно, друзья, помнить о том, что, естественно, эти гранты выдаются на тех людей, которые работают официально, оформлены официально, оплачивают все социальные отчисления и соответствующим образом осуществляют свою трудовую деятельность. Поэтому помните, пожалуйста, об этом. Если вы на сегодняшний день не оформлены официально, потребуйте обязательно официального оформления и осуществляйте официальную трудовую деятельность. Ну и соответствующим образом обязательно в трудную ситуацию государство придет на помощь. Вот следующий вопрос. Я сделал прививку Light. Можно ли теперь сделать второй компонент ВИ, чтобы получить сертификат для выезда за границу? Ну, на самом деле, спутник Light уже у вас есть соответствующий сертификат, и поэтому вам, в принципе, уже на сегодняшний день у вас есть все возможности пользоваться всеми услугами. Ну а если этот сертификат не признается для выезда за границу, конечно же, тот вариант, который вы предлагаете сейчас реализовать, вам не подходит. Вам изначально надо было подумать о том, чтобы все-таки сделать ту прививку, которая будет признаваться везде и всюду. Но совмещение спутника Light и второго компонента вот, на настоящий момент соответствующим регламентом он не предусмотрен. То есть, если вы сделали спутником Light прививку, то, очевидно, у вас есть уже сертификат, который будет действовать. Ну, а для того, чтобы усилить эффект иммунного ответа, вы можете через полгода пройти ревакцинацию, и вот тогда вы можете использовать уже другой вид прививки для того, чтобы и усилить иммунный эффект, ну и соответствующим образом получить иной сертификат для того, чтобы он распространялся на более широкий круг возможностей. Олег Алексеевич, теперь, получается, это всем можно, да, сейчас сказать, что кто сделал спутник Light, но хочет перейти на спутник ВИ, через полгода они могут сделать двухкомпонентную прививку? Конечно. Угу. Общественный транспорт интересует очень многих в нашем чате. Сегодня много вопросов. Там тоже можно подхватить вирусы, пишут люди. Как производится дезинфекция, усилены ли какие-то меры на данный момент? Конечно. У нас общественный транспорт и все транспортные средства, естественно, проходят дезинфекцию в соответствии с регламентом, утром перед выездом, в течение рабочего дня через определенное время, ну и, конечно же, после рабочего дня. Ну и очень важно, чтобы люди, передвигаясь на общественном транспорте, использовали маски для того, чтобы вирус, как говорится, был остановлен вот таким образом. Контроль соответствующий ведется как значит, надзирающими органами, так и мобильными группами. Ну и особое внимание, конечно же, местам и времени, когда больше всего людей пользуются общественным транспортом. Угу. Когда больницы возобновят плановые операции? Очень важный вопрос. На самом деле операции, они не прекращались. Особенно те люди, которым требуется соответствующая помощь. И ровно в том числе для этого нам архиважно, чтобы нагрузка на отрасль здравоохранения от новой коронавирусной инфекции спала до минимума. Потому что на сегодняшний день то количество коечного фонда, которое переоборудование на лечение людей от коронавирусной инфекции, составляет чуть более 35% всего коечного фонда Чувашской Республики. И это, очевидно, очень сильно отвлекает от того, чтобы людям оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь. Но здесь, надо сказать, наши врачи, проявляя сознательность и мужество, работают не только в красной зоне усиленно, но и те, кто оказывают плановую и экстренную помощь с двукратной и трехкратной нагрузкой для того, чтобы обеспечить должной медицинской помощью всех, кто в ней нуждается. Поэтому у нас осуществляется и диспансеризация, и реабилитация, и плановая медицинская помощь, и экстренные случаи необходимости. К сожалению, такая необходимость тоже очень часто возникает. Следующий вопрос про ПЦР-тест, который был потерян в больнице. На этом основании не включают человека в реестр переболевших. Как быть и куда обращаться? Ну, на самом деле ПЦР-тест не является
значит, неким обязательным атрибутом для того, чтобы включать в реестр переболевших. Важно, чтобы человек, если он был в больнице, это уже в справках осталось, сдать надо теперь, значит, анализ ИФА, а не ПЦР-тест, потому что ПЦР-тест не показывает количество антител. ПЦР-тест только показывает, значит, вирус, активный вирус, есть он или нет на сегодняшний день, и является ли человек носителем вируса, новой коронавирусной инфекции. А другой тест, вернее, другой анализ, ИФА-анализ, он как раз показывает количество антител, и только на основании вот этих двух составляющих, что человек перенес болезнь, справка и соответствующие результаты исследования крови дает право человеку говорить о том, что у него высокий уровень антител в связи с перенесенным заболеванием в течение вот последних полугода. Мгм. Как быть производителем мебели? В список пострадавших опять не входим. Про самозанятых тоже скажите, пожалуйста, нас много. Ну, и, значит, про мебель, значит, ну, коллеги, я еще раз повторяю, мы не на месяц остановились, а всего лишь 3 рабочих дня сделали дополнительно нерабочими, поэтому вот прям такой сильной критичности, коллеги, я вот не вижу. Но, тем не менее, я уже обозначил все формы поддержки с точки зрения налоговой нагрузки и иных форм поддержки в Чувашской Республике. Они продлены на следующий год, и мы готовы индивидуально посмотреть каждое предприятие и соответствующим образом поддержать в случае необходимости. По самозанятым президент принял решение выделить, если мы помним с вами, по 10 тысяч каждому и вернуть все заплаченные налоги ранее. И здесь просто надо говорить о том, что вы просто освобождаетесь от налогов, от уплаты налогов. И, очевидно, эта форма поддержки тоже имеет очень важное, колоссальное значение. И то, что вы, опять же, на вот эти дни, если вы попали и не оказываете вот, привычные вам услуги или не делаете соответствующую работу, ну, давайте тоже будем смотреть, и мы готовы рассмотреть любые иные формы поддержки на территории Чувашской Республики для того, чтобы вас поддержать, ну и соответствующим образом, чтобы вы дальше функционировали и осуществляли свою деятельность. Для этого работает мой бизнес, который анализирует любые заявки, любые сложности. Прошу туда обратиться. Ну и, соответственно, считайте, что вот сейчас я им поставил такую задачу. Угу. Школьников действительно, мне кажется, очень много в нашем чате, потому что продолжают писать, неужели школьники 8 ноября пойдут в школу? Но при этом следующий вопрос, я не знаю, от школьников или нет, откройте, пожалуйста, спортивные секции. Спортсменам надо подготовиться к соревнованиям. Ну, я уже сказал, все учреждения будут открыты, в том числе спортивные секции. И в школу тоже дети обязательно пойдут. Я считаю, учиться, ребята, надо, потому что учение – свет. А самое главное, тот, кто учится, тот будет много знать. А кто будет много знать, будет, значит, хорошо уметь реагировать на вызовы, которые, значит, будет конкурентен и успешен. Угу. Тема поддельных сертификатов очень серьезная. Вы не раз об этом говорили на планерках и на оперштабе. Вот даже в нашем чате появился такой вопрос. В Кугесях, в больнице Чебоксарского района, подделывают сертификаты без прививки. Не знаю, конечно, насколько такое возможно. Обязательно проверим Кугесскую, значит, больницу. Я обращаюсь, значит, к Владимиру Николаевичу, это главный врач Виктор Владимирович Чебоксарской городской больницы. Обратите, пожалуйста, внимание, и я, несомненно, дам помощникам задание, чтобы завтра же Владимир Николаевич дал мне соответствующую справку с изучением ситуации. Ну и, конечно же, коллегам из внутренних дел, из Министерства внутренних дел, прошу обратить внимание на это заявление и конкретно проверить данный объект. А в целом, значит, всех прошу, убедительно прошу не пользоваться поддельными сертификатами. Это, прежде всего, надо сказать, что незаконно. Те люди, которые вам их продают, они продают вам и вас подталкивают на преступление. И это преступление, к сожалению, не просто
с вашей стороны будет нарушение закона. Это будет преступление, если вы вдруг заболеете, преступление против вас. На сегодняшний день достаточно много случаев, это десятки, а по стране сотни и тысячи случаев, когда люди, покупая поддельные сертификаты, заболевают и затем попадают под ИВЛ, и потом раскаиваются, сожалеют, что это сделали, а самое главное, впустую деньги потратили для того, чтобы некоторое время определенным образом чувствовать себя свободно. Это неправильно, уважаемые друзья. Давайте жить честно, давайте жить дружно и действовать так, чтобы потом не было стыдно, а самое главное, не было бы больно самому в душе и, самое главное, физически. А может быть, даже страшно. Потому что, коллеги, я знаю очень много историй, когда люди уже попадают в красную зону, особенно по ДВЛ, там очень страшно. Я помню, вы сотрудников МВД просили заняться этим вопросом. Там, наверное, уже есть даже какие-то данные по тем, кто подделывают. Данные есть, но, к сожалению, я не имею права эти данные раскрывать. Данные есть, и, несомненно, если не все, то многие, кто нарушает закон, обязательно будут наказаны. Олег Алексеевич, не думали ли вы, когда вводили вот такие жесткие ограничительные меры, что они вызовут у людей агрессию, а не желание пойти привиться? Конечно, думал, что люди будут по-разному реагировать и будут в том числе реагировать очень агрессивно, недоброжелательно и будут всяческим образом, ну, скажем так, в том числе подталкивать других людей для того, чтобы аналогичным образом действовать. Но, как и ожидалось, вот такого рода, такого характера отношения к этим ограничениям – это только часть. Причем, если не подавляющая, но существенно маленькая часть общества, большинство людей воспринимают позитивно. И мало того, что воспринимают позитивно, достаточно большое количество людей идут на пункты вакцинации, ставят прививку для того, чтобы использовать это замечательное время, как я уже сказал, получить прививку, спокойно провести, в случае необходимости отлежаться, ну а дальше с 8 числа продолжить жизнь. И вот буквально в начале мы с вами заметили, вы назвали 423 тысячи человек привитых. Пока я готовилась. Я вам назвал 430 тысяч. Я уверен, если мы сейчас с вами позвоним министру здравоохранения, еще примерно на 1000 человек уже прибавилось количество людей, которые получили прививку. То есть статистика идет очень позитивная, и люди это доказывают своим отношением к прививке и к жизни. Вот у нас даже тут иностранные граждане интересуются, можно ли им вакцинироваться в Чувашии, потому что, насколько да, совершенно, я помню... да, Спутником Лайт, также Спутником Лайт могут вакцинироваться иностранные граждане, в том числе студенты, которые учатся в Чувашской республике. Но здесь чуть-чуть другая история. Значит, вакцинация для иностранцев – это платная процедура. Они оплачивают, я вот точную цифру не помню, насколько я помню, это где-то в районе 800 рублей стоит для них эта процедура. И эти препараты для вакцинации иностранцев значит, Министерство здравоохранения закупает отдельно. То есть, если для граждан Российской Федерации мы получаем вакцины бесплатно, соответственно, они идут одним путем, а вот для вакцинации иностранцев мы закупаем специально и, соответственно, оказываем платные услуги. И этой услугой на сегодняшний день занимается первая городская больница имени Осипова, которая находится на улице Константина Иванова, и может туда обратиться и получить вакцину, ну, естественно, согласно очереди, если там таковая есть. Смотрите, если даже сейчас, 8 ноября, жесткий локдаун закончится, все кафе и рестораны, они по-прежнему будут работать по QR-кодам, театры точно? Строго по QR-кодам. И я думаю, что как минимум до Нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят. А иностранные граждане, которые вакцинировались не в России, они QR-код не могли получить, насколько я помню, по тем вакцинам. То есть им все равно нужно сделать хотя бы Спутник Лайт, получается, здесь по истечению какого-то времени, если они хотят его получить все-таки. Ну, если иностранцы вакцинировались у себя в стране, и если эта вакцина на сегодняшний день признана Россией в качестве той вакцины, которая, ну, скажем, удовлетворяет тем требованиям безопасности в Российской Федерации, то, несомненно, они могут спокойно пользоваться всеми теми услугами, которые доступны для привитых граждан Российской Федерации.
Вопрос из чата. Почему рестораны и алкомагазины все-таки работают? Ну, я уже вначале сказал, мы, согласно решениям оперативного штаба, приняли решение, что предприятия общественного питания с площадью более 150 квадратов, с залами для обслуживания, в случае, если они включены в реестр функционирования ковид-фри, то есть они выполняют все требования ковид-фри, то они могут осуществлять свою хозяйственную деятельность и обслуживать клиентов. А так называемые алкомаркеты, это, скорее всего, это магазины красные-белые, Бристоль, но они относятся к магазинам продуктовым, и, очевидно, в связи с этим они осуществляют свою деятельность. И были бы, наверное, несправедливо, если бы мы их, скажем, отдельно прекратили их деятельность. Тогда мы должны были бы принять решение на весь период нерабочих дней запретить торговлю вообще алкогольной продукцией для всех магазинов. Ну, очевидно, это, наверное, вызвало бы более негативную реакцию. Да и такой длительный период запрета торговли алкогольной продукцией, наверное, это не совсем оправдано в текущий момент. Поэтому такого решения не последовало. Ну и, соответственно, вот эти магазины, так называемые специализированные магазины по продаже алкоголя, которые в ассортименте имеют также и много позиций, правда, фасованные продуктовые, фасованные продукты, они осуществляют свою деятельность. Угу. Еще один факт, подтверждающий, что в некоторых пунктах вакцинации все-таки образовались очереди и желающих вакцинироваться стало больше. Интересуются жители республики, можно ли организовать вакцинацию кормящим мамам без очереди. Записаться не получается, а в очереди сидеть тоже сложно. Ну, я думаю, что это, конечно, вопрос этики. Я думаю, что если кормящие мамы обратятся к людям и объяснять свою жизненную ситуацию, я думаю, люди, конечно же, с удовольствием их пропустят. Но нормативно это отрегулировать, наверное, достаточно сложно. И потом ведь как только мы нормативно отрегулируем, то надо будет еще и тут же определить некие критерии удостоверения, что это кормящая мама. Знаете, у нас люди вот такие очень сейчас разные, но я думаю, что мораль и этика у нас и совесть в народе достаточно на высоком уровне. И если реально кормящая мама придет и объяснит ситуацию, что вот можно она... и медсестре, наверное, сказать, что пропустить. Да, то я думаю, что никто не откажет, потому что здесь они вот такой вот прям колоссальной проблемы не чувствую. Ну а в целом, если говорить о количестве вакцинированных, вот мы говорили, что их количество выросло, и очевидно на сегодняшний день это максимальные цифры в районе 6 тысяч, но я хочу сказать, в целом те пункты вакцинации, которые на сегодняшний день функционируют, они способны вакцинировать примерно от 8 до 9 тысяч человек, они способны пропустить. Поэтому если вот так вот в общем количестве взять, то это примерно в районе 70% загрузки у нас пунктов вакцинации. Но это в среднем. И очевидно, где-то у нас пусто, скорее всего, где-то много людей. И вот там, где возникают очереди, наверное, здесь вот каким-то образом надо регулировать. Здесь я очень часто обращаюсь и к главам администрации, сейчас я вот обращаюсь к волонтерам о том, чтобы они помогали в пунктах вакцинации вот с маршрутизацией. И я, несомненно, эту просьбу еще раз обозначу и попрошу, чтобы прямо в пунктах вакцинации и люди могли иметь возможность обратиться к неким ответственным людям, либо волонтерам, либо другим людям, которые будут маршрутизировать людей и обеспечивать нормальные потоки, с тем, чтобы они вот такого рода обращения могли отработать и соответствующим образом организовать коммуникации между людьми, чтобы не возникало каких-то там проблем и напряжений. Угу. Хотя тема нашего разговора прямой линии «Остановим коронавирус вместе», но люди задают и очень важные вопросы, не только касаемо коронавируса. Вот поступил один из таких. Как решается вопрос с нехваткой педиатров? ГКБ номер 1. Педиатры принимают по 3-4 участка. Ждем прием по 2-3 часа. Уважаемые
товарищи, надо просто нам с вами потерпеть, потому что, очевидно, в связи с большим количеством людей, которые болеют, в том числе на дому, новой коронавирусной инфекцией, конечно же, врачи очень сильно отвлекаются на лечение, прежде всего, вот этих больных. А дальше, как я уже сказал, с двойной-тройной нагрузкой обслуживать тех людей, которые приходят в рамках плановой или иной форме за медицинской помощью. И здесь, в связи с тем, что эта нагрузка возросла, как я уже сказал, разы, очевидно, не получается очень быстро оказать соответствующую медицинскую помощь. Поэтому говорить о нехватке, хотя нехватка врачей в целом по Чувашской республике есть, она осознанно, и над ней мы планово работаем, но я вижу, что данный вопрос этого не касается. Именно этот вопрос вызван тем, что на сегодняшний день просто возросла нагрузка. Ну и здесь я просто как раз прошу потерпеть и нам всем нам оказать реальную помощь врачам. Вот мы сейчас обратились ко всем общественным организациям, крупным предприятиям, еще раз запустить волну благодарности врачам, оказать им внимание и оказать действенную помощь. Но каждый из нас в эти нерабочие дни имеет возможность сказать им действенное спасибо. Пойти привиться, защитить себя, защитить близких и сделать все, чтобы не заболеть. Вот это будет конкретная помощь наша каждому врачу. И я вас уверяю, буквально через месяц у нас и очередей не будет ни к педиатрам, и другим специалистам. И будет возможность спокойно получить и медицинскую помощь, и решать другие очень важные задачи по жизни. Действительно, это время даже для некоторых, кто не работает, имеет возможность не работать, очень важное время провести с семьей, потому что дети на каникулах, взрослым сделали нерабочие дни. Надо найти положительное, наверное, что-то в этом моменте тоже. Будут ли приниматься меры в отношении людей, которые распространяют слухи о вреде вакцинации в интернете? Очень много антипрививочников тоже. На самом деле такие меры по возможности принимаются. На сегодняшний день есть федеральные законы, которые регулируют порядок блокировки ресурсов, которые распространяют недостоверную информацию. Есть иные нормы законодательства, которые влекут ответственность за распространение ложной информации, клевету и иного характера недостоверной информации. И, очевидно, органы надзора и правоохранительного блока над этим постоянно работают. И ежедневно блокируются сотни ресурсов, которые такого рода информацию распространяют. Но мы с вами знаем, интернет такая вещь, как грибы после дождя, один закрыл, появляются сотни других, и этот процесс бесконечный. Поэтому, естественно, эта борьба постоянно идет, но она борьба такая, какая есть. И здесь, еще раз, это для нас с вами вызов к тому, чтобы мы с вами очень ответственно относились к нашей жизни, фильтровали информацию и, конечно же, пользовались той информацией, которая, наверное, более действенная. И здесь органы государственной власти Чувашской республики абсолютно открыты. Лично я постоянно общаюсь с людьми, с гражданами по различным каналам. И сегодня тоже мы с вами в прямом эфире. И я вам открыто отвечаю на любой вопрос и далее буду продолжать это делать. Таким же образом поступают министры правительства Чувашской республики, главы администраций муниципальных образований совместно с главными врачами, врачи и специалисты различных направлений. И наша задача рассказать правду, рассказать реальные жизненные истории, предупредить и предложить конкретные выходы. Ваше право воспользоваться этим, либо поступить по-своему, или взять на вооружение другую информацию. Но ответственность лежит на том, кто принял решение. Надо исходить из этого. Но мы все равно будем помогать всем, независимо от того, что люди пренебрегли той или иной информацией. Но я прошу просто уже, друзья, коллеги, товарищи, мы давайте осознаем всю ответственность, и только вместе, действуя ответственно и сознательно, мы можем победить эту заразу, а дальше уже продолжить жить в соответствии с нашими планами и делать все, что хотим, и так, как хотим.
Так, следующий вопрос. Почему не делают посещение по коду, QR-коду, наверное, в учреждения соцзащиты, центров занятости? Почему эти работники должны рисковать и работать с людьми непривитыми? Ну, на самом деле, сами сотрудники социальной службы на сегодняшний день у нас привиты более чем на 90%. Ну, Одни из ответственных, да? Да, на самом деле я говорю на сегодняшний день, но говорю данные двухнедельной давности. Возможно, уже на сегодняшний день даже и все 100%. И здесь, конечно же, это говорит о том, что люди, которые работают в социальном блоке, они люди ответственные сами по себе. Они поэтому, наверное, и выбрали это направление своей работы. Они люди добрые и люди, способные сочувствовать и, самое главное, сопереживать. И, очевидно, понимая все эти аспекты, они готовы прийти на помощь к любому человеку. И поэтому, в том числе, когда вопрос стал о том, как дальше работать и как защитить себя, они, конечно же, одними из первых пошли прививаться. И я знаю достаточно много людей старшего поколения, так называемые серебряные волонтеры, которые активно работают в наших социальных центрах, помогают работникам социального центра, тоже давно уже сами привились, активно агитируют, если так можно сказать, или призывают, и это будет правильнее, своих подруг, своих, значит, товарищей, и совместно, где они общаются, чтобы они тоже получили прививку и защитили себя. Здесь, дорогие, уважаемые друзья, мы с вами должны исходить из того, что если человек ответственен в одном, это перефразирую другое, то он ответственен во всем. Если талантлив человек в одном, то он талантлив во всем. Здесь я бы так, наверное, сказал. Угу. И тут спрашивают, и будет ли возможность в Чувашии делать ПЦР-тест бесплатно, также и на антитела в перспективе? Значит, ПЦР-тесты бесплатно делаются для тех людей, которые имеют соответствующие симптомы заболевания. Ну, симптомы заболевания ОРВИ. Все остальные анализы люди делают самостоятельно. В том числе, если они хотят участвовать на различного рода мероприятиях, которые организовываются, и организаторы выставляют требования для ПЦР-тестирования, за исключением тех, если организаторы сами предусмотрели соответствующие средства на ПЦР-тестирование участников этого мероприятия. Поэтому здесь надо исходить из того, что когда мы ведем речь с вами о бесплатном тестировании, то автоматически мы говорим о том, что это средство обязательного медицинского страхования. И, очевидно, вот такого рода процедуры на сегодняшний день они не входят в перечень услуг медицинских организаций, которые оплачиваются фондом обязательного медицинского страхования. И поэтому люди, конечно же, на сегодняшний день это должны делать сами. Но если, я еще раз говорю, человек имеет симптомы заболевания, и ему необходима соответствующая процедура сдачи ПЦР-тестирования, то это, конечно же, оплачивается за счет средств фонда, и в данном случае для людей это бесплатно. Угу. Хотелось бы услышать про QR-коды для переболевших и имеющих большой процент антител. Когда можно будет начать такие получать и куда обращаться? На сегодняшний день мною дано такое поручение Министерству цифрового развития и информационных коммуникаций Чувашской Республики совместно с Министерством здравоохранения проработать данный вопрос. Мы предполагаем, что этот алгоритм будет следующим. Человек, который переболел новой коронавирусной инфекцией, через некоторое время, потому что это в день не получается, он идет, сдает тест, ИФА-тест, который как раз выявляет количество антител. И на основании этой справки его фамилия вносится в единый реестр переболевших людей новой коронавирусной инфекцией. Ну и вот это попадание в этот реестр переболевших автоматически уже генерирует для него QR-код. Вот примерно такой алгоритм. Я думаю, что в ближайшие неделю, 10 дней он двумя министерствами порядок и соответствующие подходы будут проработаны и разработаны. Ну и, конечно же, сразу же людям можно будет получать соответствующие QR-коды и пользоваться ими уже на гаджетах.
Ну, про различные виды магазинов вы сегодня уже много раз отвечали, почему они по тем или иным причинам закрыты. Тут спрашивают про хозтовары. Как поступать в аварийных ситуациях, если дома что-то случилось, ведь эти магазины тоже закрыты. Ну, на сегодняшний день я уже сказал, что на самом деле это, конечно, с одной стороны, кажется серьезной проблемой, но аварийные службы везде работают. И, очевидно, мы договорились с аварийными службами, и в случае необходимости, конечно же, соответствующее обеспечение необходимыми материалами для того, чтобы решить вопросы аварийных моментов, конечно же, они будут обеспечиваться. Ну, а вот эти дни, коллеги, все-таки надо будет каким-то образом перетерпеть и соответствующим образом нам организовать деятельность так, чтобы не придумывать какие-то там случаи, чтобы раскрыть все. Потому что так можно обосновать и опять раскрыть все магазины, и так получается, что мы зря сделали. Еще раз акцентирую внимание на том, почему были закрыты магазины непродовольственного сектора. И прежде всего торговые центры. Потому что мы с вами знаем, предприятия или торговые центры, если они будут функционировать, в эти дни будут являться местом, куда ринутся все. То есть дома устали посидеть, 2-3 дня посидели, все куда? В торговые центры пошли. И в итоге мы получаем большую концентрацию людей, где как раз мы имеем большие риски распространения новой коронавирусной инфекции. И ввиду того, что я до этого много раз говорил, наша задача в эти дни разорвать цепочку и получить максимально положительный эффект. Но, очевидно, была задача разобщить людей максимально и исключить всевозможные коммуникации, которые могут запустить процесс распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому здесь я еще раз прошу, давайте потерпим, не будем придумывать какие-то причины для того, чтобы нам создавать какие-то друг другу ненужные напряжения. Вопрос очень далеко заглядывающий. Как будут проводиться мероприятия на Новый год? Перспективы, планы? Вопрос очень хороший, но ответ на него очень короткий. Пока не знаю. Все зависит от нас с вами. Как мы с вами будем соблюдать, как мы с вами ответственно будем относиться к нашей жизнедеятельности, так и будем его встречать. Поэтому, если мы с вами ответственно отнесемся и в течение ноября наберем так называемый коллективный иммунитет, если мы с вами будем иметь очень низкие показатели заболеваемости и другие составляющие распространения новой коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний, то, конечно, мы будем встречать как обычно. Но если мы останемся в таком же режиме, придется, коллеги, зажиматься и соответствующим образом опять разобщаться. К сожалению, масштаб трагедии осознают только те, кто сам пострадал от коронавируса, либо пострадали их близкие. Таких случаев немало. Совсем недавно мы снимали сюжет о девушке, которая заболела ковидом, будучи в положении на большом достаточно сроке, и у нее было 100% поражение легких. Слава богу, врачам удалось ее отходить. Она прошла и через ИВЛ, и через реанимацию, и через кислородные трубки. С ребенком своим она до сих пор не встретилась, потому что они находятся в разных больницах. Выписать ее пока не удается, потому что 100% поражение легких это все-таки дает свои последствия. И там еще реабилитация, еще раз реабилитация. Слава богу, малыш и девушка живы. Но она сейчас активно призывает людей в соцсетях прививаться, говорит о положительных моментах вакцинации, и она уверена, что если бы она была привита, перенесла бы болезнь намного легче. Ковид очень опасен, и кроме вакцинации специалисты, к сожалению или к счастью, пока не придумали, как от него еще защититься. Вирус мутирует, и изменяется течение болезни, достаточно, как мы уже с вами сегодня говорили, быстрое течение происходит, когда заражаются новыми штаммами. Хватает ли сейчас коек в больницах? Нет ли необходимости открывать еще? Я вначале уже про койки сказал. Значит, у нас на сегодняшний день, давайте еще раз цифры повторю, 3555 коек направлено на лечение больных новой коронавирусной инфекцией. Сказал, в больнице находится 2955 человек. То есть свободных коек у нас на сегодняшний день 600. Много ли это, мало? Все зависит от того, как мы с вами будем вести. Но если ситуация будет улучшаться, мы
тут же будем койки переводить в плановый режим и будем оказывать плановую помощь. Такой вопрос тоже у нас сегодня был. Поэтому очень важно, конечно же, нам сделать все, чтобы ситуация спадала, напряженно спадала. И мы максимально в кратчайшие сроки вот этот коечный фонд переводили его в плановый режим, и чтобы люди могли получать все плановые направления медицинской помощи, ну и, конечно же, чувствовали себя спокойно. Но вот насчет вот таких обращений, я примерно месяц назад также был в прямом эфире национальной телерадиокомпании. Так вот, после прямого эфира у меня в мессенджере и в социальных сетях было несколько десятков подобного рода писем, когда люди сами перенесли эти болезни и говорили, что вот всем советуют, чтобы они привились. Уверен, после сегодняшнего прямого эфира тоже будут достаточно большое количество таких сообщений. По Российской Федерации таких сообщений уже тысячи. И я даже сегодня как минимум 3 видел таких обращений со стороны людей с красной зоны, которые говорят о том, что прививайтесь обязательно. Потому что вот там, когда они находятся в красной зоне, когда уже от них ничего не зависит, и только врачи могут за счет своего отношения их вытащить, как говорится, из того мира, конечно же, мозги начинают работать по-другому. Но это все мы, которые находимся сегодня в нормальной жизнедеятельности, но пока не привыты, имеем возможность это сделать сегодня. Но и, очевидно, надо это делать. Ваши пожелания жителям республики, как вы пожелаете им провести эти нерабочие дни до 8 ноября? Дорогие друзья, уважаемые жители Чувашской республики, я еще раз обращаюсь. Прежде всего, давайте мы с вами потерпим. Потерпим еще 4 дня. И приведем их очень с пользой и с большим эффектом. Польза, прежде всего, конечно же, это общение с близкими, родными, с семьей. Провести с ними время, поиграть, почитать, сделать другие семейные мероприятия. Второе, если вы не вакцинированы, можно и нужно сходить получить вакцину. Потому что после вакцины возможны, ну, скажем так, некий дискомфорт. И, очевидно, спокойное времяпровождение, возможность полежать, отдохнуть, имеет очень важное значение вот, для того, чтобы перенести вот эти, ну, может быть, дискомфортные моменты после вакцины. Хотя, как я уже сказал, у меньшего количества людей это происходит. Ну и самое главное, вот уже вот эти дни, которые мы с вами провели в режиме нерабочих, показали, что они действенны. Количество людей, которые находятся в больницах, количество людей, которые лечатся дома, с каждым днем уменьшается. Это очень здорово. И наша задача закрепить этот момент и уже к 8 числу, чтобы эта тенденция была устойчивой и развивающейся. И тогда мы с вами, с одной стороны, уже с 8 числа начнем нормальную нашу жизнедеятельность, конечно, с использованием всех мер безопасности. Но самое главное, впереди Новый год. Встретим Новый год. И специалисты уже говорят о том, что после Нового года возможна следующая волна. И очевидно, если мы с вами к нему подойдем подготовленные, привитые, иммунизированные, с хорошим настроением, то уже никакая болезнь нам не будет страшна. Поэтому давайте будем беречь каждый сам себя, своих близких, и тем самым мы будем делать с вами общий вклад для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, ну и, конечно же, реализовывать наши планы на развитие. Прямой эфир «Остановим коронавирус вместе» подходит к концу. На вопросы, на которые Олег Алексеевич не успел ответить во время прямого эфира, ответственные ведомства в ближайшие дни дадут вам разъяснения личными сообщениями, если аккаунт будет открытым. Мы желаем вам всем, берегите себя и свое здоровье. И коронавирус мы победим только все вместе. Всего доброго. До свидания.